Весна. Улыбкой ясной природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Пчела. В течение тысячелетий пытливый ум человека в недоумении останавливался перед загадкой жизни этого маленького насекомого. Чтобы утолить голод, пчеле достаточно посетить 2-3 цветка, но с утра и до захода солнца хлопочет она, собирая нектар для семьи. За 500 метров отсюда находится ее жилье. Отправимся за нашей сборщицей. Показался пчелиный городок. Это одна из многих десятков тысяч колхозных пасек. Пчелы лучше всего различают те цвета, в которые окрашены венчики цветков большинства медоносных растений. Синий, белый и желтый. И пчеловоды красят ульи в эти цвета. Проникнем в один из ульев. Мы в сказочном мире, наполненном шумом и блеском крыльев. Передовая советская биологическая наука раскрыла тайну и этого сложного мира маленьких существ. При поверхностном взгляде кажется, что в улье нет никакого порядка. Но если приглядеться внимательно, то можно заметить, что каждая из этих пчел занята своей неотложной работой. Вот в центре сота крупная пчела с длинным брюшком. Это пчелиная матка. Пчелы заботливо ухаживают за ней, кормят, высовывая длинные хоботки, чистят ее. В семье только она одна откладывает яйца. Остальное взрослое население улья — это рабочие пчелы. В железах у них вырабатывается молочко для кормления пчелиных личинок. Этим молочком пчелы кормят и матку. Пчелиная матка обладает изумительной плодовитостью. Она откладывает за сутки до 2000 яиц. Вот одно из яиц. Через 3 дня из него выходит личинка. От пчел-кормилиц она в избытке получает молочко и растет, как сказочный богатырь. Через 2 дня личинка увеличилась в 30 раз. Еще через 3 дня в 1500 раз. На 6-й день пчела запечатывает ячейки с личинками пористыми крышечками. Личинки пробыли в своих восковых колыбельках 12 дней и превратились сначала в куколок, а затем во взрослых пчел. Молодая пчелка прогрызает восковую крышечку и выходит из ячейки. Она еще очень слаба и с трудом передвигается по сотам. Молодая пчелка беспомощна, ее кормят старшие пчелы. Но уже на 2-й день жизни она начинает работать. Чистит ячейки, из которых вышли молодые пчелы. Ячейка должна быть отполирована до блеска,
иначе матка, очень придирчивая мать, не положит в нее яйцо. Но вот пчелка окрепла. У нее начинает пробуждаться инстинкт материнства. Она становится кормилицей личинок. В течение дня каждую личинку заботливые кормилицы посещают больше 1000 раз. Через 12 дней после рождения пчелка становится строителем. На брюшке у нее развились железы, выделяющие воск. Эта гирлянда пчел строит сот. Чтобы пчелы быстрее отстраивали соты, человек ставит в улей рамку с искусственной вощиной. При 6-гранной форме ячеек пчелы затрачивают наименьшее количество воска на постройку сотов. Как же пчелам удается возводить такие совершенные сооружения, требующие, казалось бы, точных расчетов? У пчелы нет разума. Ею руководит только инстинкт, который выработался в течение жизни многих миллионов поколений пчел. Затем наша пчелка стала приемщицей сладкого сока цветов нектара от прибывающих в улей сборщиц. Пчелы переносят его из ячейки в ячейку. Много раз побывав в зобике пчелы, нектар изменился в своем составе и превратился в мед. В нем еще много воды, и пчелы-вентиляторщицы крылышками гонят воздух из улья, испаряют лишнюю влагу. Когда мед созрел, пчелы запечатывают ячейки восковыми крышечками. А рядом другие пчелы-сборщицы складывают. Молодые пчелы не только старательные работницы, но и смелые воины. Они защищают семью от врагов. В ясные солнечные дни молодые пчелы учатся летать. Они еще не решаются улетать от улья и головой к литку парят в воздухе. В следующие дни молодые пчелы отлетают все дальше и дальше. И вот они уже летят над разноцветным ковром цветущих лугов со скоростью курьерского поезда. Теперь они сами добывают сладкий сок цветов. Набрав полные зобики нектара, возвращаются сборщицы домой. А эта пчела собирает пыльцу и складывает ее в корзиночки из волосков на задних ножках. Часть сборщиц работает водоносами. Они доставляют в улей воду.
Наступило жаркое лето. В улье с каждым днем нарождается все больше и больше пчел. Здесь стало душно и тесно. Пчелы выходят наружу и толкутся около литка. У них пробуждается инстинкт роения. На сотах пчелы запечатали ячейки более крупного размера. И посмотрите, какой красавец с двумя черными жемчужинами глаз выходит из ячейки. Это трудные, временные члены пчелиной семьи, необходимые лишь как самцы для спаривания с молодыми матками. Они не выполняют никакой работы и питаются медом, собранным рабочими пчелами. На сотах появились восковые мисочки. В них матка отложила такие же яйца, как их пчелиные ячейки. На мисочках пчелы построили более просторные ячейки – маточники. Личинок в обычных ячейках пчелы кормят молочком только первые 3 дня, остальные 3 дня смесью пыльцы и меда. Личинка же в маточнике получает молочко все 6 дней. И вот благодаря такому корму и увеличенному размеру ячейки в маточнике развивается матка, иначе сложенная, чем рабочая пчела. Как только в улье был запечатан один из маточников, семью охватила роевая тревога. Матка перестала откладывать яйца. Пчелы бросились к сотам и набирают в свои зобики мед. Они запасаются кормом перед выходом из улья. И вот хлынул поток пчел. Они увлекают за собой и старую матку. Огромная масса пчел поднялась в воздух. Отделилась половина семьи, больше 30 тысяч пчел. На ближайшее дерево опустился рой перед дальнейшим полетом. Если рой не собрать, то эта вновь образовавшаяся семья улетит и пропадет для пасеки. А в улье через несколько дней после вылета роя из маточника выходит молодая матка. Прежде единственным способом образования новых пчелиных семей является роение. На передовой пасеке почти не бывает роения. Пчеловод сам по точному плану создает новые пчелиные семьи. Для этого он прежде всего заготовляет маток. Метод искусственного выведения маток впервые был разработан русским пчеловодом Гусевым еще 100 лет назад. Маток выводят из обыкновенных однодневных пчелиных личинок. Чтобы матки обладали хорошими наследственными качествами, личинки берутся из лучшей на пасеке семьи, давшей наибольший сбор меда. Из сота вырезаются полоски ячеек с личинками. В каждом таком кусочке имеется однодневная личинка. Горячим воском кусочки сота прикрепляются к деревянным брусочкам.
Пчеловод знает, что новому поколению пчел наследственные качества передаются не только от матки и трутня, но и от пчел-кормилиц. Поэтому рамку с личинками он ставит на воспитание в другую семью-рекордистку, у которой предварительно отобрал матку. Оставшаяся без матки семья сразу же начинает отстраивать на ячейках с личинками маточники. Заботливо кормят приемных личинок пчелы-воспитательницы. Будущие молодые матки унаследуют положительные качества двух лучших семей-рекордисток. Осталось 2 дня до выхода маток. Пчеловод помещает маточники в проволочные клеточки. Если бы он не изолировал маточники друг от друга, в улье произошли бы следующие драматические события. Выходит первая матка. А в это время из маточника на нижнем конце рамки выходит вторая матка. Она устремляется к сопернице. И началась борьба. Обессилевшего противника победительница добивает жалом. В результате все выведенные матки, кроме одной, уничтожены. Помещая маточники в клеточки, пчеловод предупреждает взаимное истребление маток. Клеточки закрепляются в рамке питомники и оставляются в семье воспитательницы для дозревания. Чтобы на пасеке всегда были запасные матки, пчеловод переносит часть клеточек в образованные им небольшие безматочные семейки. Они размещены по 4 в одном разгороженном улье. Но пчелы могут убить вышедшую из маточника незнакомую им матку. Поэтому пчеловод открывает клеточку лишь после того, как пчелы привыкли к молодой матке. Они окружают ее вниманием и заботой. Теперь, когда у пчеловода есть запасные матки, он приступает к искусственному образованию новых пчелиных семей. Метод искусственного деления семей впервые предложил знаменитый русский пчеловод Прокопович, изобретатель рамочного улья. Это сильная семья. Пчелами заняты все рамки.
Пчеловод решил отделить от нее часть пчел и образовать новую семью отводок. Он переносит в пустой улей 3 заполненные личинками и куколками сотовые рамки вместе с сидящими на них пчелами. Кроме того, стряхивает сюда пчел еще с 2 рамок. Это все молодые пчелы, еще не вылетавшие на медосбор. В старый и новый улей пчеловод ставит рамки с медом, вощиной и пустыми сотами. В новую семью он дает одну из выведенных им маток. Вторую семью, где еще больше пчел, пчеловод делит иначе. Он поставил рядом второй улей такой же окраски. Рамки с пчелами на них делит поровну. Старый улей относит в другую сторону. Что же будут делать летные пчелы, возвращающиеся с медосбора? Не найдя своего жилища на прежнем месте, сборщицы кружатся, волнуются, а затем почти поровну начинают разлетаться по 2 ульям. Колхозный пчеловод — это уже не прежний пасечник по дедовским заветам водивший пчел. Хорошо знающий свое дело специалист, он использует в работе все достижения передовой мичуринской агробиологической науки. Пчеловод через стенку стеклянного улья постоянно наблюдает за жизнью пчел. Колхоз построил на пасеке дом, где пчеловод оборудовал лабораторию и мастерскую. На книжных полках у него руководство и справочники, пчеловодная и политическая литература. В пасечном журнале для каждого улья отведена страница, где отмечаются все изменения в жизни семьи. Колхоз выделил припасечный участок. Здесь посеяны лучшие медоносы, цветущие в разное время. Такой цветочно-нектарный конвейер обеспечивает пчел постоянным кормом в течение всего лета. Два килограмма воска можно собрать с улья за сезон. Воск — это ценнейшее сырье. Он необходим 40 отраслям промышленности, в том числе авиационной, чугунно-литейной, оптической. В
плоскотопке солнечные лучи растопят соты, и они превратятся в воск. Чтобы создать мощные семьи и этим увеличить сбор меда, пчеловод в начале лета ставит на ульи вторые корпуса. Опытный пчеловод, изучивший поведение пчел, работает спокойно, без резких движений, и поэтому почти не пользуется защитной лицевой сеткой. Наступила самая ответственная пора. На полях зацветают огромные массивы важнейших сельскохозяйственных растений, опыляемых пчелами. За ночь ульи должны быть перевезены и установлены на полях гречихи. К утру пасека была уже на новом месте. И вот из согретых утренними лучами солнца ульев во все стороны полетели разведчицы. Они вскоре вернулись. Разведчица сдала нектар. Посмотрите, как она начала вертеться. Другие пчелы ощупывают ее усиками, толкутся около нее. Ученые раскрыли тайну этих танцев пчел. Разведчица как будто говорит: вылетев из улья, повернетесь к солнцу, вот так, и вы найдете много нектара. По путям, указанным разведчицами, на поля гречихи непрерывным потоком полетели пчелы. Чтобы повысить урожай гречихи, бригады в колхозах, где мало пчел,
вынуждены производить искусственное доопыливание, на которое затрачивается большой труд. Пчелы лучше людей опыляют поля гречихи. На 60% больше семян дают поля, опыленные пчелами. Обильные урожаи зерновых и технических культур колхозы получают благодаря применению травопольной системы земледелия. Каждый год часть полей засевается смесями многолетних кормовых трав. Бобовые травы не только восстанавливают плодородие почвы, но и обогащают ее азотом. Первое место среди них занимает красный клевер. Но многие насекомые, в том числе и пчелы, не посещают цветов красного клевера и не опыляют их. Посмотрите, на эспарцете работает много пчел, а тут же рядом на красном клевере их совсем нет. Только большие мохнатые шмели кое-где вид клеверных голов. Тонкие трубочки отдельных цветков головки красного клевера значительно длиннее хоботка пчелы. Пчелы не могут добыть нектар и поэтому не летят на красный клевер. Что же делать? В утренние часы пчеловод закрыл лучший участок цветущего клевера марлей. В трубочках сохранился весь выделенный за день нектар, и вечером здесь были собраны лучшие цветы. Пчеловод залил их сиропом из сахара и воды и оставил настаиваться на всю ночь. Рано утром, еще до вылета пчел на поля, он налил ароматический сироп в кормушки, помещенные в ульях. Пчелы набросились на сироп и быстро перетаскали его в соты. А затем, по запаху душистого сиропа, сразу же нашли цветы красного клевера. И упорно в течение целого дня посещают они цветок за цветком, опыляя одно растение за другим. Так советские пчеловоды, вооруженные учением великого физиолога Павлова, научились вырабатывать у пчел условные рефлексы, заставляющие их летать не туда, куда им захочется, а туда, куда их пошлет колхозный агроном. Огромные площади колхозных полей заняты посевами ценнейшего масличного растения подсолнечника. Сколько же нужно затратить труда для того, чтобы несколько раз доопылить каждую корзинку, без чего нельзя собрать высоких урожаев. И здесь пчелы выполняют работу по опылению значительно лучше людей. Они переносят на цветки смесь пыльцы с различных подсолнечных корзинок. День за днем они последовательно опыляют одно кольцо созревающих цветков корзинки за другим. Урожай увеличится в 1,5 раза. Это дополнительные миллионы пудов подсолнечных семян.
Доходы колхозов от дополнительного урожая 15 раз превышают доходы от реализации меда. А меда передовые колхозные пасеки за лето собирает по 80-100 килограммов с каждого улья. Пчеловод отбирает из ульев полновесные рамки. В каждой из них по 3, по 4 килограмма прозрачного янтарного меда. Непрерывно работают медогонки. Сотни тысяч центнеров меда дают стране колхозные пасеки. У нас мед стал широко распространенным продуктом питания. Он хорошо усваивается организмом, имеет высокую калорийность, обладает лечебными свойствами. Наступила осень. Заглянем внутрь одного из ульев. Здесь назрел конфликт. Пчелы изгоняет прожорливых трутней. Их оттеснили на дно улья, а затем выталкивают на прилетную доску. Под холодным дыханием осени трутни погибают. Приближается зима. На всех колхозных пасеках идет сейчас осенняя проверка пчелиных семей. Пчеловоды ставят на зиму рамки с самым лучшим цветочным медом, по 20 килограммов на каждую семью. Ульи хорошо утепляются. И вот забушевала пурга. До самых крыш ульи замело холодным снегом. А что же сейчас с пчелами? Откопаем один из ульев, заглянем в него. Зимой пчелиная семья живет, собравшись в плотный клуб. Этот разделенный рамками теплый шар движется по сотам, поедая запасенный на зиму мед. Внутри клуба находится матка и группа пчел, которые непрерывным движением вырабатывают тепло, обогревает всю семью.
И так всю холодную зиму, плотно прижавшись друг к другу, пчелы будут бороться за жизнь до первых живительных лучей весеннего солнца. В районах суровой зимы человек облегчает пчелам зимовку, ставит ульи в специальные помещения зимовники. Здесь всегда тишина. Красный свет не беспокоит пчел, поэтому помещение освещается красной лампочкой. Как внимательный врач своих пациентов выслушивает пчеловод ульи. По беспокойному шуму определяет: пчелам жарко. Температура в зимовнике не должна превышать 3 градусов тепла. В передовых хозяйствах даже зимой пчелы используются для опыления сельскохозяйственных растений. На улице зима, а в теплицах настоящее лето. Только что распустились цветы огурцов. Огурец растение двудомное, и много хлопот он доставляет работникам теплиц. Они должны руками переносить пыльцу с цветов, имеющих только тычинки, на цветы с пестиками. Пчелы быстрее и лучше опыляют тепличные растения. Такие отборные огурцы никогда не были бы выращены при искусственном опылении. Но вот закончилась зима. Из ульев показались пчелы. Они отправляются в свой первый облет. И снова зацвели сады. Деревья ждут, когда к ним на раскрывшиеся венчики цветов прибудут долгожданные гости пчелы. Вот они уже снова за работой. Так советский человек, вооруженный мичуринской биологической наукой, заставляет силы природы служить социалистическому сельскому хозяйству.